Ну, почти месяц прошел с эфира абхазского телевидения, да, и на разных площадках с вырезанными из эфира частями эти видео просмотрело более 200 тысяч человек. Вот я бы хотела, чтобы вы поделились послевкусием, да, вообще, как ситуация развивается. И особенно я хотела бы, чтобы вы все-таки затронули ту часть, в которой сырье нашей записи в студии Абхазского государственного телевидения ушла в анонимные каналы. Да, конечно, история в этой части, она завуалирована, хотя мы старались привлечь власть, чтобы как бы оправдаться или во всяком случае продемонстрировать, что они готовы со всеми слоями общества быть, как говорится, во всяком случае проявлять интерес ко всем процессам, что происходит в нашей стране. Однако в этой части власть молчит. Я хотел бы раскрыть, значит, эту тему, что мы имеем в виду. Это, значит, касается непосредственно нашего любимого абхазского телевидения. Как вы сказали, тот эфир, который прошел в воскресенье, конечно, удивительно, он прошел в воскресенье, когда вся Абхазия в это время находится, так скажем, в свадебных процессиях. Как мы знаем, после официального эфира абхазское телевидение на следующий день, где-то к 3-4 обычно выкладывает на своих официальных сайтах. Конечно, это не секрет, можно получить, значит, материалы этого эфира, с этим проблем нету. Но здесь есть одно «но». Мы знаем, что есть аноним-каналы, около 3-4 основных, которые травят жизнь людям в Абхазии, которые занимаются травлей людей, оговаривают людей, занимаются межэтническими, значит, раздорами, сталкивают лбами или политических лидеров, движения межконфессиональные, межэтнические, вообще всем, чем можно насолить нашей стране, они этим и занимаются. Значит, после эфира воскресного примерно в 19 утра на этих каналах появились кадры с нашего, значит, эфира. Все бы ничего, но там у них произошел маленький прокол, который выдал их всех. Значит, но я еще раз хочу повторить, что абхазское телевидение на следующий день к 3-4 обычно выкладывает свои, значит, материалы. Еще раз повторяю, в 9:19 хронология появляются наши кадры с эфира на этих каналах. Естественно, там уже с их комментариями и так далее, вы понимаете, что они там могли писать. Но самое главное, в этих кадрах не присутствует самое главное, логотип АТ. То есть вы должны понимать, что это сырье, которое было у абхазского телевидения, значит, благополучно было слито этим каналом. Естественно, вы помните, Нисва, мы подождали пару дней и поднялись с вами на телевидение. С личной встречи с Ириной Агрба было, значит, с нашей стороны сказано, что ситуация может выйти из-под контроля. Эти каналы отравили многим нашим политикам, уважаемым людям, общественно нанесен, значит, урон большой нашей стране. Отношения между Россией и Абхазией, они это, значит, генерируют такое нехорошее, негативное, значит, отношение между двумя странами. И мы объяснили, что мы в курсе, Ирине Агрба, что этот материал прямо с абхазского телевидения был передан одному из этих каналов, которые там между собой потом с удовольствием поделились. На что Ира Агрба нам сказала, что да, она уже в курсе. На наш вопрос, что вы собираетесь сделать, но она сказала, ну что, кто-то это выпустил, то есть как будто так и нужно. То есть аноним-каналы связаны с абхазским телевидением, на что нам Ира Агрба говорит, ну и что?
в этих коридорах абхазского телевидения мы наткнулись на неких неизвестных людей, не граждане Абхазии, которые шастают по кабинетам абхазского телевидения, которые, как потом мы выяснили, контролируют новостную часть абхазского телевидения. Еще раз повторяю, не граждане Абхазии. В таком случае у меня тогда вопрос к нашим старшим. В Абхазии есть 3 категории патриотов. Лжепатриоты, которых мы уже за некоторое время, последнее мы наблюдаем, там и тут проводят некие съезды. Я, конечно, за всех не могу сказать, это неправильно, но многие там генерируют эти темы. Есть уже новая крылатая фраза «погорные патриоты», но, правда, погорные патриоты и лжепатриотами не могу сравнить только в одной части, что этих еще можно там по одному месту, если получат, они начинают вспоминать, что они патриоты. Но я к ним не буду обращаться. Сегодня я обращаюсь к настоящим патриотам, нашим старшим, которые в свое время, вспомните, дорогие мои, как вы боролись за абхазское телевидение с 1979 года. Что стоило нашему абхазскому народу получить при Советском Союзе, при сильном КГБ, получить абхазское телевидение. Сегодня в свободной стране мы получили абхазское телевидение, контролируемое какими-то внешними силами, до сих пор нами неведом. В этом случае я еще раз хотел бы обратиться к таким нашим старшим патриотам, которые боролись за это телевидение, такому как Гена Аламье, Валера Кварче, Гурам Гумба, Владимир Зантария, к сожалению, Станиславу Засимовичу или же Джинджоле Клементию не могу, мы их потеряли, но к остальным, сейчас ко всем всех сейчас не вспомню, хочу обратиться. Вы этого ждали, вы так думали в конечном итоге, что абхазское телевидение будет именно так выглядеть. Я считаю, что вы такого мнения не можете, у вас такого мнения не может быть. У наших больших патриотов есть семьи, есть внуки, уже поколение, 2-е, 3-е поколение выросло патриотов. Так давайте обратимся друг к другу и скажем правду. Мы теряем абхазское телевидение. Мы потеряли рупор главной нашей страны. Сегодня абхазское телевидение не говорит об Абхазии, и о народе Абхазии, живущем в Абхазии. Это самая главная проблема. Давайте обратим на это внимание. Что касается абхазского телевидения, НИСФа, важно начать с того, почему вообще мы приняли решение идти на телевидение. Мы понимали, что будет противодействие, что нужно будет пробиваться туда. Мы прекрасно понимали, что эфир будет вырезан, что многое из того, что мы сказали, не покажут. Потому мы добились того, чтобы была камера наша, которая позволила потом показать обществу абхазскому то, о чем мы говорили. Почему мы это сделали? Потому что наша страна методично лишается независимых СМИ. Лишившись независимых СМИ, мы приняли решение обратиться к абхазскому государственному телевидению. И дальше намерены делать то же самое. Мы и дальше будем требовать эфиры, дальше будем приходить, дальше будем выступать и будем сообщать обществу, что происходит в нашей стране. Это вот первое, на что я хотел бы обратить внимание. Второе, особенно важно. Кан тут сказал, я хочу акцентировать на этом внимание хочу. На абхазском государственном телевидении принимают решения посторонние лица. Вот именно так это звучит. Посторонние лица, не имеющие отношения к абхазскому телевидению, к Республике Абхазия и так далее. Это очень серьезная проблема, которую необходимо решать. Кстати говоря, посторонние лица наблюдаются не только на абхазском телевидении. Они наблюдаются в последнее время на избирательных участках в том числе. Для чего это делается, кто принимает такие решения и кто берет на себя ответственность за этих лиц, нам еще предстоит выяснить, и мы обязательно это выясним. Вообще должен сказать, что мы последние несколько месяцев ставим вопросы перед властью, которые остаются без ответа. Вот мы задаем вопрос, он остался без ответа, у нас возникает новый, мы задаем новый и так далее. Но это не значит, что мы забыли о том, с чего мы начали.
те вопросы, которые прозвучали впервые в списке, на все те вопросы, которые мы задаем, мы обязательно получим все ответы. Вот здесь, чтобы никто не сомневался и так далее. Кстати, о вопросах. Вот я в эфире абхазского телевидения задался вопросом, обратился к власти с вопросом, отказалась ли наша власть от проекта независимой Абхазии. Теперь у меня следующий вопрос. Вот я хочу сообщить, что независимость Республики Абхазия признала Россия, Венесуэла, Никарагуа, Сирия, значит, Науру. Страны, члены ООН признали независимость Абхазии. Поэтому у меня вопрос к нашей власти. Вы признаете нашу независимость? Я вынужден задать такой вопрос. Учитывая все, что происходит вокруг в стране в последнее время, вы признаете эту независимость? Это очень И если признаете, какими действиями вы это подтверждаете? Это очень серьезный, очень страшный вопрос, но этот вопрос возник. И не задать его я не имею права. Ни перед предками, ни перед потомками, как говорится. Вот. А теперь, что касается телевидения и того, о чем говорил Кан Валерьевич. На все вопросы, которые мы задавали, власть ответила нам анонимными каналами. И ответили бред, по сути. Оскорблениями ответили. Весь диалог с властью сегодня выстраивается следующим образом. Сам дурак. Вот мы предъявляем претензии, говорим об этом, о том и так далее, нам отвечают сам дурак. Нам отвечают, что мы ростом не вышли, что мы не такие красивые, как хотелось бы, там, и так, ну, в общем, и так далее. Кстати, о внешнем виде, о росте мы еще никому ничего не говорили, хотя тоже там масса вопросов. Вот примерно так с телевидением. Очень приятно, хочу это отметить, очень приятно, что отклик в обществе лично я наблюдаю, и очень серьезный отклик. Мы своей цели добились. Мы донесли до общества информацию, и общество эту информацию восприняло. Самое главное произошло. Как бы власть ни пыталась, как бы анонимные каналы из кожи вон не лезли, цель достигнута. Общество информировано о том, что происходит, и обществу это не нравится, уважаемые представители власти. Разочарую вас. Обществу это не нравится. И никакие анонимные каналы вам в этом не помогут, чтобы изменить ситуацию. Эти телеграм-каналы, я еще раз хочу повториться, очень многие оскорбляли еще раз в личности. Это коснулось, значит, лучших наших представителей нашего народа, депутатский корпус частично, значит, людей в свое время, которые прославляли страну, политические деятели, писатели и так далее, и так далее. Я еще раз, в свою очередь, тоже хочу задать вопрос власти. Если они так отмолчатся, и ничего не будут предпринимать, не задействуют МВД, СКБ, чтобы, значит, дойти до истины, они понимают, что за все это сказанное они готовы понести ответственность. Если они будут молчать, значит, мы должны понимать, что они сами в этом замешаны. Тогда все эти люди начнут вопросы задавать. Власть готова взять на себя ответственность за все эти каналы. Это очень важно. Видимо, они готовы, раз они молчат. Что самое интересное, показательно, посмотрите, эти каналы ни одного представителя власти не коснулись. Если мы хотим даже сказать, что это, возможно, это враги извне, тогда извините меня, что эти враги пользуются избирательно абхазов, что ли, что только оппозиция для них враги, а власть для них не враги, что ли. Здесь все на поверхности, даже искать ничего не надо. У нас будут вопросы, если власть не отреагирует. Вот я очень важную вещь чуть не пропустил. Помните, вы нам сказали, ребята, когда начали мы уже открыто с ребятами говорить, что Кан Валерьевич, вы понимаете, что у нас не первый раз исчезают архивы. Это, вы понимаете, что происходит? Кто-то стирает нашу историю, наши победы, достижения. Кто-то это занимается. Могу предположить, что кто-то, возможно, те люди, которые появились на телевидении. Или это кто-то, кто непосредственно пригласил этих людей, или же хотят на них свалить. Неважно. Само появление – это уже трагедия для абхазского телевидения и вообще для самого главного информационного голоса Абхазии. Я хочу напомнить нашему обществу, что есть умышленные действия, а есть умышленное бездействие. Вот если при Аслане Бжане мы наблюдали умышленные действия, то сегодня мы наблюдаем преступное бездействие. Я лично ставлю между двумя этими понятиями знак равенства.
Вот это вот, чтобы четко, ясно было понятно, понимаете? Вот это вот, ничего плохого же не делают. Спасибо большое. Какое счастье, что не делают. Но пока они ничего не делают, здесь происходят страшные вещи. Делают остальные. С их молчаливого согласия объявляют граждан Абхазии иноагентами, лишают гражданства российского. Самое страшное, депортируют из России репатриантов, тем самым ставя жирный крест на процессе репатриации, о котором мы 30 лет говорили, и 30 лет изыскивали средства для того, чтобы этот процесс поддерживать. В самые сложные голодные времена 90-х годов процесс репатриации не стоял на месте. А сегодня, когда у нас, казалось бы, более-менее неплохо, мы репатриацию остановили. Из-за молчаливого согласия нашей власти, к большому сожалению, негатив начал накапливаться. Если у кого-то есть иллюзия, что все в стране хорошо, что все у нас идет своим чередом, это не так, дорогие мои, совершенно не так. Накапливается негатив. И все это приведет к политическому противостоянию, к политическому кризису. Неизбежно приведет. Говорили об этом 5 лет, предупреждали Аслана Абжани, он оказался неспособным услышать. Предупреждаем теперь еще раз. Идет накапливание негативной энергии в обществе. И эта негативная энергия очень нехорошо может проявить себя в будущем. Прошу обратить на это внимание. Настаиваю на том, чтобы власть обратила на это внимание, отреагировала как-нибудь уже. Не через анонимные каналы. Масса инструментариев у власти. Масса. Если мы, не имея инструментариев, можем добиваться определенных результатов, власть тем более обязана добиваться результатов. И хочу еще обратить внимание на одну очень важную деталь, о которой мы говорили целых 5 лет, пока Абжани пытался сдать Абхазию. За все происходящее в стране несет ответственность власть. Только власть в полном объеме. Потом пытаться обвинить Кана Кварчи, Нисфу, Аршба, Изиду Чанья, там, Инала Хашиг, Ливана Мика, там, Ишсова Какали. Это бред. У нас нет инструментов для того, чтобы усилить эту страну или разрушить ее. Все инструментарии у вас, мои дорогие. Научитесь ими пользоваться. И сделайте так, чтобы в отношении вас было меньше критики, тогда и будет все хорошо и нормально. Вот здесь в своей части, значит, рассказа вы упомянули о том, что мы видели на абхазском телевидении, значит, иностранных граждан, которые даже не очень хотели представляться, вообще объяснять, как они туда попали. В последнее время я слышу информацию о том, что в Центральной избирательной комиссии районов нашей страны тоже очень активно пытались попасть иностранные граждане, значит, не граждане Республики Абхазия, посторонние лица, совершенно верно, которые хотели получить доступ к спискам избирателей, к личной информации, вплоть до телефонов, паспортных данных и так далее. Не везде прошло, но, насколько я знаю, вы, Кан Валерьевич, лично столкнулись с такой ситуацией. Можно в 2 словах об этом? Получается, как будто прямо я вот, фартовый в этом плане, везде попадаю в эти ситуации. Я пришел в одну из администраций районов, не буду называть сейчас, чтобы не ставить неловкое положение людей. Я думаю, что они не совсем во всем виноваты. Пришел в их избирательную, значит, как его, центр, или как правильно там назвать? Округ. Да, округ, избирательный округ. Пообщаться, потому что здесь некоторые каналы, анонимные каналы говорят, что оппозиция никого не может выставить. Мы как раз таки выставляем, и немало выставляем, просто не афишируем. Абхазский народ Абхазии будет знать своих героев, так что пусть не думают и не радуются анонимные каналы. К чему говорю? В процессе разговора заходит молодой человек. Значит, одевает майку, команда Абхазии, и останавливается, когда меня увидел. Естественно, интересно стало, я задаю ему вопрос: ты кто? Он говорит: я им помогаю. Я поворачиваюсь в Центральной избирательной комиссии, я их спрашиваю: он кто? Они говорят: помогает. Хорошо, помогает. Он кто? Вопрос задаю: кто статус он такой здесь? Они пожали плечами и сказали: помогает. Я сказал: у вас сформирован, значит, ЦИК весь? Они говорят: да. Я говорю: из кого состоит? Они говорят: из работников там, районных, там, администрации района. Я, естественно, очень прямо заинтересовался еще раз.
Спрашиваю молодого человека, команда Абхазии, майка у него. Я еще раз задаю вопрос, вы кто? Он говорит, я никто. Если ты никто, как ты можешь помогать? Он промолчал. Естественно, у меня в голове зародился один интересный вопрос. Я его спрашиваю, вы гражданин Абхазии? Он сказал, нет. Тогда что ты здесь делаешь? И по какому праву ты лазишь вот здесь, в Центральной избирательной комиссии, проверяешь какие-то документы? Если ты никто, зовут тебя никак, без фамилии, без герба, без родины, без ничего, и носишь, что самое интересное, носит майку команда Абхазии. Я так понял, что команда Абхазии состоит не из граждан Абхазии, что ли? Вопрос я хочу задать им. Вы знаете, я его выпроводил, аккуратно выпроводил. Я понял, что непонятная экспансия людей, непонятно с какой целью, и наши, значит, чиновники, которые должны за это отвечать, а самое главное, СГБ Абхазии, которые почему-то на все глаза закрыла, во все наши сферы жизни залезают люди непонятно, во всяком случае, не граждане Абхазии. То самое интересное, на тот момент как раз начался, значит, учение. Я проходил, меня спросили, куда вы идете, даже меня депутата. А вот этот человек, который никто, фамилия не имеет, герб не имеет, флаг не имеет, но носит майку команды Абхазии. Видимо, эта команда Абхазии на пропуск для всего у нас в Абхазии. Я так понял. То есть команда есть Абхазии, и больше нет никого в Абхазии, кроме них. Я так понял. При всем при этом, почему-то эта команда Абхазии, половина, я так понял, я не знаю сколько, но представлена не гражданами Абхазии. Это мы не допустим. Я этим людям хочу обратиться. Я, конечно, поговорил и с главой администрации этого района. Я оставлю в секрете наш разговор, о чем мы с ним говорили. Но где мы уже будем услышим, что то же самое происходит, мы будем на все реагировать. Исходя из того, о чем говорил Кан, я бы хотел вот здесь формулировками определиться. Вот те люди, о которых говорит Кан на телевидении, те люди, о которых он говорит на избирательных участках, это посторонние лица, нахождение которых на этих объектах запрещено законом. Вот я обращаю внимание этих глав администрации и вообще власти в целом, всей вертикали снизу доверху и сверху вниз. Это нарушение закона очередное. К большому сожалению, вот это как мы по одному и тому же кругу ходим. Власть нарушает закон, мы им указываем, они молчат и продолжают нарушать дальше. Рано или поздно эти нарушения накопятся и вернутся вам. Назовем это народными традициями потом или чем угодно, но они вернутся обязательно. Так бывает. Это закон природы. И ни Бадра Гумба, ни Аслам Жая никто эти законы не отменит. Это невозможно в условиях Абхазии. Эти законы не могли отменить в советское время в Абхазии, не то что сегодня.